По традиции празднование Навруза начинается за несколько часов до рассвета. Молодые юноши и девушки собираются вместе, танцуют вокруг костров в яркой, красивой и цветастой одежде, чтобы оставить в уходящем году все плохое. Громкая музыка карная, национального духового музыкального инструмента, и бубнов отпугивают злых духов. Когда гаснет последняя звезда, люди расходятся по улицам, чтобы возвестить о начале Нового года. Кто-то потом идет праздновать домой, но большинство идут в Наврузгох. Самые красивые и нарядно одетые девушки едут на праздник в каретах. Кстати, Наврузгох – огромный развлекательный комплекс, построенный более 4 лет назад, специально для празднования Навруза. Сюда сегодня съехались десятки тысяч таджикистанцев с разных концов республики. Вокруг комплекса установлены более сотни резных деревянных топчанов. Все заняты представителями какого-то района столицы или других городов и сел. Здесь они раскладывают традиционные угощения для тех, кто пришел отметить Навруз. Каждый старается выделиться и украсить свой дастархан как можно красивее. Красивый дастархон, песни, пляски, театрализованные цирковые номера. Люди стараются привлечь к своему топчану как можно больше народу. Так веселее, и перед соседями прихвастнуть нужно. Дескать, вот как мы умеем веселиться. Главное праздничное блюдо на дастархоне – сладкий суманак. Его готовят из пророщенной пшеницы, символа Навруза. Существует несколько легенд о появлении этого лакомства, но все они сходятся на том, что суманак наделяет людей физическими и духовными силами. 3 дня пшеницу замачиваем в воде, затем 12 дней нужно проращивать ее. Пропускаем ростки через терку или дробим камнем в ступе. В котле варим на хлопковом масле с добавлением муки. 1 день и 1 ночь, вместе с соседями, подругами. А чтобы суманак получился действительно вкусным, обязательно при приготовлении нужно петь песню, которая так и называется – суманак. Но какой настоящий праздник в Таджикистане может обойтись без плова, приготовленного на костре? Издревле таджики ни один праздник, ни одну свадьбу или Навруз не проводили без плова. Плов – самая любимая наша еда. Его нельзя ни с чем сравнивать. А в самом Наврузгохе таджикистанцев поздравил президент страны Эмомали Рахмон. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а является временем созидания и облагораживания. Способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройству нашего края. Навруз, состоящий из таких гуманистических качеств, как добро, прощение, любовь, созидание и благоустройство, превратился в международный праздник, который отмечают во многих странах мира. Торжества на сегодня завершились театрализованной программой, в ходе которой были представлены особые обряды, обычаи, танцы всемирного Навруза. А вот дома в этом году жители страны будут отмечать Навруз скромнее, чем обычно. Как говорят пришедшие на праздник, цены выросли, а доходы, наоборот, уменьшились. Честно говоря, мы готовились, но закупались не так, как обычно. Потратились на все поменьше. Если так подумать, ну, если не вдвое меньше накупили, то на четверть точно. Мы скинулись втроем и пригласили своих друзей домой. Каждый своих, одноклассников, друзей, соседей. Потратили где-то 1600 самани. По сравнению с прошлым годом стало все дороже. Если так навскидку, минимум на 10%. В Таджикистане Навруз будут праздновать до 24 марта. В эти дни состоятся традиционные соревнования по национальному виду борьбы, скачки, концерты. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.